Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что будет дальше в ваших отношениях? Будет ли развитие ваших отношений? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя. Ну и задайте все те вопросы, которые вам интересны, которые вас волнуют. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои хорошие, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, настроились, загадали, все вопросы задали. Я начинаю. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Прям взгляд не могу оторвать от венца. Так красиво показали. Мужчина на коне, женщина с цветочком. Ладно, мы к этому придем. Мои хорошие, сейчас я вам сразу скажу, для кого подходит эта отсыпочка. Здесь четкая тройка показана. Здесь у нас буква А. Грустный мужчина. Здесь явно кто-то в любовном треугольнике находится. Может быть, мужчина не свободный, может быть, вы не свободны, а может быть, это вовсе и не треугольник, а, допустим, четырехугольник. У кого-то еще может отыграться, что вы с мужчиной семья, то есть вы вместе, либо гражданский брак, либо законный брак, но отношения ваши либо на паузе, ну, либо вы очень часто ссоритесь, может быть, даже разъехались. Для тех, кто прям встречается, общается, у вас все шоколадно и прекрасно, это не ваша отсыпка. Здесь для любовного треугольника, для четырехугольника и для тех, кто в кризисе. Кто пара, но вы в кризисе. Вот, так что не теряйте время. Переходите, ищите свои видео, ищите свою информацию. Ну, а если вы, мои хорошие, в кризисных отношениях, в треугольных отношениях, в четырехугольных, послушайте, пожалуйста, что я вам скажу. Я вижу, что вы очень сильно устали. У вас вот эта тройка, эти конфликты, это недопонимание, какая-то детская позиция мужчины. Вот он что-то говорит, но ничего не делает. Он много обещает, но потом отмалчивается. Он много на себя берет, но опять же все мимо кассы идет. Вы уже устали. Вы устали от него, вы устали от его этой инфантильности. Вы, кстати, в этих отношениях очень сильно выросли. Вы в этих отношениях пришли к тому, что нужно любить себя. Вы изменились. Изменились не только внешне, но и по характеру внутренне изменились. Вы как будто бы сильнее стали. То есть отношения непростые, по большей части тревожные, болезненные. Но при этом через эту тревожность, через этот стресс, через эту боль, через все эти передряги вы становитесь сильнее. Вы как будто бы прокачиваетесь, да, как мускулы, да, трицепсы, бицепсы вот себе нарастили. Ну, вы стали действительно сильной, вы стали королевой, потому что у вас над головой корона. Корона — это неплохо, корона — это хорошо, это я себя люблю, я себя уважаю, я знаю, чего я хочу, и я получаю то, что хочу. Здесь вы на себя в зеркало смотрите, видите королеву, и мужчина на вас смотрит, видит королеву, и те, кто вас знает, смотрят на вас и видят королеву. Да даже те, кто не знает, сразу: о, королева пошла, да. Женщина, которая знает, чего хочет, и на меньшее она не согласна. Что касается мужчины, ну, так сладко и так горько, как с вами, ему никогда и ни с кем не было.
Сладко, потому что вы шикарная, вы чудесная, вы любящая, нежная, принимающая, страстная, ну, женщина-мечта. А горько, ну, потому что вот головой он понимает, что он до вас не дотягивает, что вас он не вполне достоин, что вы такая женщина, что с вами нельзя вести себя так, как он ведет. А он так привык, либо он так воспитан, либо у него так исторически это все сложилось. Понимаете, быть с вами – это значит перевернуть свою жизнь вверх тормашками. Это значит себя вот сломать пополам и заново срастить. То есть надо что-то делать, да? Нужно вам соответствовать, надо быть хотя бы на одном уровне с вами, да? Либо дотягиваться до этого уровня. А ему это тяжело дается, и вот и хочу, и не могу. Вы для него как манкий плод, но который висит очень далеко. И чтобы его достать, нужно там прям, знаете, и сальто сделать, и прыгнуть выше головы. Да, вот какая-то недоступная, понимаете, недоступная. Даже если вы муж и жена, пожив с вами, он прям убедился в том, что он, ну, не мужчина, извините, тряпка, да, что он многое не может, на многое не способен, чего-то боится, там мимо, тут наискось, да, вот как-то так. Вот он в себе очень много комплексов наработал, либо он их обнаружил, может, они и были в нем. Вот вы его зеркало его недостатков, вот как-то так не идет. Но при этом он не может отказаться от вас, вот просто физически не может. Вы ему нужна, он вами живет, он вами дышит, он о вас думает, он о вас мечтает. Смотрите, если вы в треугольнике, и он не свободен, то вы ему показали вот как райскую любовь, да, и теперь он просто хлеб кушать не хочет. Вы ему показали какую-то там необычную, уникальную, мишленовскую, не знаю, выпечку, да, вот прям такое покушал, манну небесную покушал. Теперь обычный хлеб он есть не хочет. Других женщин он не хочет, жену он не хочет, он вообще в ней уже женщину не видит. Ну, просто кто-то ходит рядом, да? Просто кто-то родил ему ребенка. Ну, вообще она для него никакая стала. Другие женщины уже его, в принципе, там, не интересуют, не волнуют и даже не впечатляют. То есть это вы. Это вы и тот уровень, который вы ему показали. Но с другой стороны, понимаете, разводиться – это ж так сложно, это ж так тяжело, это ж столько проблем, это ж столько головной боли. А вот как я это все вынесу, как я это все переживу, вот еще там делить имущество надо, это там как-то с родственниками вопрос надо решать, это же потом алименты, да, но вот у него с одной стороны, да, я хочу и тянусь, а с другой стороны, блин, это сложно, да, это тут сложно, тут я не справлюсь, а зачем мне эта головная боль? Ну вот как сам себя загоняет. Но вы же все это понимая, такая, ну, не можешь, ну и не надо, да, все, надоел, ты мной играешь, я больше не позволю тебе мной играть, больше не позволю тебе мной помыкать. У него к вам любовь, у него к вам страсть, а вы как будто бы как присытились этим мужчиной. Присытились, это первый момент. И второй момент, да, вас тоже к нему очень сильно тянет. И то, что вы к нему чувствуете, это прям уже где-то на каком-то глубинном уровне у вас отложилось. Если бы он был другим, либо если бы он показал, что он способен к переменам, что он пытается что-то делать, хоть капельку над собой работать, конечно, бы вы по-другому относились. Но сейчас у вас к нему прям усталость, разочарование и какая-то обида за то, что он тратил ваше время, обида за то, что он не хочет становиться мужчиной, да, брать на себя ответственность и решать вопросы. Еще я вижу, что вы максимально сейчас как-то избегаете его, максимально отгораживаетесь от него и как наказываете его этим, да, наказываете, что вы ему проверку устроили. А может быть, вы
действительно взяли эту паузу, хоть немножко прийти в себя, да, продохнуть весь этот ужас, всю эту боль, с которой вы столкнулись. Вы даете ему подсознательно время на то, чтобы он сделал свой выбор. Вы как будто бы для себя решили, что вот сейчас я посмотрю, как ты будешь действовать, да, на что ты способен, и потом буду действовать я. Но действовать я буду жестко и непреклонно. Да? Скорее всего, да, вы дали время ему подумать, и если он никак не решит вопрос, то вы будете отсекать. То ли разводиться с ним станете, то ли вы навсегда его заблокируете, да, и просто пойдете в новую жизнь. А для тех, кто в паре в браке, тот мужчина, он просто какой-то вот никакой. Ну вот мне идет, что он не ведет себя как мужчина, вопросы не решает, о доме не заботится, о вас не заботится. У него все как-то легко и весело, да? Эгоистичный немножко, ну, либо ведет себя как разбалованный ребенок. Но вам зачем такой? Зачем вам этот чужой ребенок? У вас свой, например, есть, да, либо вы своего хотите. Но мужчина вам нужен, вам не нужен ребенок, вам нужен мужчина. Какие-то бытовые проблемы, сложности он ничего не делал, не решал, а возможно даже и сам создавал эти бытовые проблемы. И вы устали, вы такая, зачем жизнь тратить на того, кто не способен даже позаботиться о себе. Либо на того, кто о себе только заботится, а на остальных ему все равно. Да, скорее всего, вы ему какой-то ультиматум поставили, либо как-то четко обозначили, сказали, вот выбирай, да, выбирай, я жду. Если не выберешь ты, то выберу я. Это уже будет окончательно и бесповоротно. Вот поэтому мужчина такой грустный, ему так плохо, он растерянный, он с такой поникшей головой, как будто бы, знаете, этот меч, дамоклов меч над его шеей болтается. И он это понимает, он осознает, но он как в ступор впал. Вот я ничего не могу, а что я сделала, а что мне сейчас предпринять? Вот как суетится внутри сам себя, но при этом абсолютно вот бездействует. Что будет дальше? А дальше он протянет это время, он вам может что-то опять наобещать и прям слезно поклясться. Он будет тянуть время, оттягивать. У вас какое-то общение, да, может быть телефон, может быть переписка, он будет тянуть время. Потом вы такая, все, время вышло, и вы начнете его от себя отрезать, в прямом смысле слова. И тут у мужчины действительно начнет подгорать, когда он действительно почувствует, что он вас теряет. А женщина, вы принципиальная, и он это знает. Вот смотрите, он прыгнет на коня, что-то еще с собой прихватит, и будет делать все, такие чудеса будет показывать, вот лишь бы вас удержать, лишь бы вы его не оставили. Как, знаете, заговаривать вас начнет, заговаривать зубы. И знаете, вы таким его еще не видели. И еще я вижу, что именно страх, что он вас окончательно потеряет, действительно мужчину преобразит, действительно мужчину начнет менять. Там, знаете, как это, со скрипом жернова начнут двигаться и перемалывать зерно. Да, видите, такой мужчина, с ним только очень жестко нужно поступать. Чем жестче, тем лучше. Когда жестко, он начинает действовать. Если его там уговаривать, давать ему время, подумай, я жду, я надеюсь, да, вот он будет просто сидеть и грустить. А если как на хвост наступить, вот тогда он будет действовать, действительно, на все пойдет. Если надо развестись, разведется. Если надо стать взрослым, станет. Если нужно там проявиться как мужчина, проявится. Но он еще и очень уговаривать вас будет. Прям просто вот бросаться вам в ноги и обещать все на свете. И взгляд у него даже как-то поменяется. Взгляд какими-то другими глазами будет на вас смотреть. Смотрите, то, что у вас в руках цветок, можно смело сказать,
что то, чего вы подсознательно хотели, а может быть и сознательно хотели, вы этого добьетесь. Вы не просто этого добьетесь, вы это получите. Потому что цветок — это новое, это начало, это по-новому. Это вот расцветет то, что было между вами. И вы тоже, опять же, расцветете, потому что, я вижу, что вам это понравится. Я вижу, что вы прям прилив счастья испытаете, когда увидите его новым, какие-то новые действия от него увидите, поступки его конкретные увидите. Он вас не отпустит. Да. Было время, когда вы боялись его потерять. Было время. Когда-то давно, может быть, когда вы только начинали отношения. А теперь, девочки, я вам смело могу сказать, что он вас не отпустит. Не отпустит. Чем дальше вы от него, тем ближе он подбирается к вам. Нет, не отпустит, не намерен и не будет отпускать. Тут даже, знаете, будут его от вас оттягивать, и все равно он будет прорываться к вам. Мне идет именно так. Между вами, кстати, крест стоит. Крест может означать как испытание, да, вот эти отношения — это как испытание для мужчины и женщины. И также крест, он же судьба, да, вы по судьбе друг другу. И именно судьба вас соединила, судьба вас объединила. Сложные отношения, сложная ситуация, болезненная, причем взаимоболезненная. Но с другой стороны, девчонки, крест. И у вас цветок, вы добьетесь своего. То, что вы хотели, вы это получаете. С мужчиной нужно быть максимально жесткой и максимально эгоистичной. Это прям вам такой ключик, волшебный ключик к тому, чтобы освободить этого мужчину от его комплексов, страхов и зажимов. Для того, чтобы превратить этого мужчину из ребенка инфантильного, да, мальчика, настоящего мужа, да, взрослого человека. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.